sağlayamaz. Bana келдік НССИшки к вопросу о подготовке к проведению организации и проведения второго чрезвычайного общенародного собрания, которое намечено провести 18 октября в Симферополе на площади Ленина. Это решение было принято, еще раз повторю, на первом чрезвычайном собрании 18 мая 2012 года. В настоящий момент в зале у нас присутствуют руководители 12 общественных организаций, входящих в Крымско-Татарский народный фронт. Прежде всего, конечно же, я предоставлю каждому слово, кто захочет выступить из этих 12 человек. Вот, в плане того, какие предложения, какое видение и вообще есть ли смысл проводить эту дальнейшую работу и такую же интеграцию вокруг этой задачи. Вот об этом, я думаю, каждый найдет нужные слова и речи. Но прежде чем я начну давать посписочно руководителям этих организаций, коротко я буквально в течение 3 минут расскажу о том, какое обсуждение этого вопроса было на наблюдательном совете нашей организации МИЛИФРК. Мы однозначно приняли решение проводить это мероприятие, это собрание, поскольку те требования, которые были приняты делегатами первого собрания и которые нашли отражение в нашей резолюции касательно наших требований к украинским властям, крымским властям, они на сегодняшний день заблокированы и практически ни одного шага в этом направлении не сделано. Вот. А мы объединились именно для того, чтобы решить главную нашу задачу. Это добиться законодательной реабилитации крымско-татарского народа со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Поэтому мы, как организация МИЛИФРК, приняли решение сделать максимум усилий для того, чтобы успешно провести это собрание. И призываем всех участников Крымско-Татарского народного фронта и ветеранов, прежде всего, нашего национального движения, поддержать эти наши инициативы. В частности, мы берем на себя такие вот обязательства, как организация. Мы распределили по нашим структурным подразделениям, по регионам, буквально квоты, которые они должны обеспечить участие делегатов второго чрезвычайного собрания. Вот. И в соответствии с этими квотами мы сделаем все для того, чтобы сторонников, представителей МИЛИФРК было на собрании не менее 2000 делегатов. От 2000 семей. Ну, было бы возможности больше, мы бы, наверное, взяли бы на себя больше обязательства. Но такие обязательства мы взяли и постараемся их выполнить. Конечно же, мы сейчас ищем необходимые ресурсы для того, чтобы облегчить работу в регионах, усилить работу в регионах. Ну, по крайней мере, чтобы обеспечить вопрос с подвозом делегатов из дальних районов и городов Крыма на это собрание 18 октября. Вот. Эта работа тоже ведется, и если мы успешно проведем все наши переговоры и сумеем собрать необходимые ресурсы, то постараемся, чтобы на каждый из этих регионов были выделены соответствующие автобусы для подвоза делегатов и отвоза делегатов. Потому что 18 октября это уже осень, середина осени, и неизвестно, какая погода будет. Вот. Но тем не менее, главная задача, которую мы перед собой поставили в этот день, а этот день еще и, вы знаете, годовщина образования нашей национальной государственности советского периода, Крымской ССР. Поэтому выходить мы будем с 2 главными требованиями. Это добиться от украинских властей законодательной реабилитации крымско-татарского народа и добиться восстановления нашей национально-территориальной государственности. Вот эти 2 главных требования. И думаю, что как и что надо сделать для этого, у нас тоже есть что сказать. В частности, одно из
одно из предложений, которое также было озвучено на первом собрании, это мы поставили перед украинскими властями задачу создания рабочей группы по разработке, подготовке и принятию этого закона. Как видите, практика создания рабочих групп по особо важным, острым законодательным проектам в Украине используется. Вот как только возник вопрос, с которым выступал наш уважаемый профессор Айдарга, очень много политических противоречий вокруг этого закона, тут же под эгидой президента, указом президента была создана рабочая группа по подготовке соответствующих изменений, дополнений в этот закон и по развитию государственного языка. Вот. То есть практика создания рабочих групп вокруг таких законов есть. То есть то, что мы хотим и требуем от украинских властей, вполне вписывается в логику поведения нынешних политических элит Украины. Это вполне законное и нормальное требование. Почему еще нужна такая вот рабочая группа? Ну мы же знаем, что за эти 10-15 лет было предложено, ну по крайней мере 5-6 достаточно добротно, подробно расписанных и утвержденных законопроектов. Они каждый имеет и свои плюсы, и свои какие-то недочеты. И поэтому объединить эти все предложения в одно единое некое целое и на базе этого сделать качественный с точки зрения юридической стороны и с точки зрения содержательной стороны законопроект, который бы учитывал все нюансы и все чаяния крымских татар в плане необходимого решения главного вопроса наказа крымско-татарского народа, декларации о национальном суверенитете. Я думаю, что такую работу можно сделать. И именно для того, чтобы торпедировать, для того, чтобы не дать крымским татарам, народу, идти вот этим нормальным, цивилизованным, правильным юридическим путем, они и вытащили из нафталина, пропавшего нафталина, из запыленных аналов Верховной Рады законопроект Мустафы Джемилева. И именно для того, чтобы сбить с толку и народ, и общественность. И поэтому я считаю, что настало время от большого собрания, одно дело там мнение одних людей, одной организации, ряда организаций, а если это будет выставлено требование от большого общенародного собрания, требование снять вообще с рассмотрения юридически ничтожный, а по сути вообще антинародный законопроект Мустафы Джемилева, я думаю, что настало время не позволить обмануть народ, не позволить, чтобы эта обманка была принята и приняла форму закона, поскольку даже будучи принятым, он ни одну из наших проблем не решит, а только загонит наши проблемы вглубь. И я думаю, что вот такое предложение и требование тоже должно быть озвучено и принято. Вот в целом, это я вам коротко рассказал о позиции Милиферка, о том, что мы будем делать и какой вклад будем вносить в успех проведения общенародного собрания. Сало у нас.